Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. В 2022 году в России началось объявленное президентом нашей страны Владимиром Путиным десятилетие науки и технологий. Наука, так же как образование, так же как и искусство, призвана объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса, считает наш президент. Глава Якутии Айсен Николаев говорит, что наука – это ключ к развитию страны, а страна сегодня нацелена на достижение научно-технологического лидерства в мире. В приоритете прикладные исследования, которые дают возможность создавать новые технологии, продукты и услуги, которые имеют непосредственное значение для жизни людей. Именно поэтому сегодня, в преддверии Дня российской науки, мы решили пригласить к нам в студию молодых якутских ученых, которые занимаются этими самыми исследованиями, прикладными и фундаментальными. И сегодня у меня в гостях Александр Спиридонов, ведущий научный сотрудник, руководитель молодежной научной лаборатории «Полимерные композиты для Севера» Института естественных наук СВФУ, и Ирина Куркина, кандидат физико-математических наук, заместитель по науке физико-технического института, старший научный сотрудник лаборатории графеновой и нанотехнологии, руководитель проекта молодежной лаборатории Дизайн-центр электроники «Север» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Все правильно перечислила. Добрый вечер. Добрый вечер. Каждый раз, когда приглашаешь людей науки, вот очень-очень много регалий приходится озвучивать. Ну что ж, давайте сразу проясним. Вот, я правильно сказала, что лаборатории занимаются исследованиями? Да, конечно. Угу. Прикладными? Как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. Вот чем ваша лаборатория занимается? Наша лаборатория занимается разработками как раз-таки достаточно прикладного характера полимерных композитов для различного назначения. Это как композиты, которые необходимы для бесперебойной работы техники Севера, то есть морозостойкие композиты. У нас есть своя оригинальная составляющая, проблема, заключающаяся в том, что множество техники, которое создано в мире, оно не предназначено для эксплуатации в наших краях, то есть при низких температурах. Это и обусловливает актуальность наших исследований. Мы разрабатываем детали для этой техники и внедряем как раз-таки в практику. Второе направление, которым мы занимаемся, это композиты полимерные для медицинского назначения. Поскольку сейчас с 2022 года существует определенная проблема импортозамещения, и множество продукции, таких как, например, импланты, лекарства, стали недоступны или очень сложно их доставить в Россию. И это обусловливает... Ну или удорожали как минимум в несколько раз. Да, да. Это обусловливает как раз-таки тоже актуальность разработки материалов медицинского назначения, и что позволит обеспечить импортозамещение и технологический суверенитет России. Ну, то есть это, например, импланты, да? Медицинские изделия, импланты, в нашем случае полимерные, из полимеров. Из полимеров это что может быть? Это, например, полиэтилен сверхвысокомолекулярный, полиэфир-кетон, что касается полимеров медицинского назначения. Что касается полимеров технического назначения, это резинотехнические изделия, каучуки. Тот же самый полиэтилен, он как для медицины, так и для техники может быть. То есть вы новые составы? Да, мы разрабатываем новые составы, добиваясь, чтобы композиты, эти составы, они имели более высокие устойчивость при низких температурах, то есть крепкость, износостойкость, прочность. А когда вы новый состав изобретаете, вы его тестируете, да? Да, прежде всего проверяем стандартные ГОСТовские испытания, это прочностные, износостойкости. Затем обязательно, поскольку у нас они же будут в минусах работать, это климатические испытания, натурные испытания. И затем уже, когда материал проходит все эти испытания и показывает себя с хорошей стороны, уже внедряется в практику. Прежде чем мы перейдем к Ирине, я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Telegram на номер 8 914 235 0502. Ирина, а что такое графеновые нанотехнологии? Ну, получается,
Графен – это один слой, один атомный слой углерода, графита. То есть он состоит из шестиугольных ячеек. И вот хороший пример – это как пчелиные соты. То есть графен состоит из таких сот, и когда он достигает именно нанометровых размеров, то есть в толщину, уменьшается толщина до одного атома, то там появляются новые свойства. И вот наша лаборатория графеновой нанотехнологии, она занимается новыми материалами, и вот в том числе графен, мы его растим разными методами, получаем, синтезируем, и также исследуем материалы, которые производные от графена, то есть когда уже к этой плоскости углерода приходят еще, присоединяются другие атомы, это оксидные группы могут быть или фторированные. И как раз у меня кандидатская диссертация была на тему фторированный графен. И то есть это как раз изучение влияния вот это степени фторирования на свойства графена. Слушайте, человеку далекому от науки, как бы фторированная может быть там зубная паста. А графен, к нему добавляется фтор. То есть, да, к атому углерода присоединяется фтор. И вот в зависимости от того, сколько этого фтора на плоскости... Меняются свойства. Да, меняются свойства. То есть они могут переходить... сам графен, он проводящий материал, и когда присоединяются другие материалы, другие атомы, то есть, фтор в данном случае, то они сначала переходят в такое двойное состояние, то есть высокое и низкое сопротивление, там, или несколько даже их может быть. А потом, когда уже какой-то предел вот этих молекул наступает, то материал переходит в диэлектрическое состояние. То есть мы можем варьировать вот эти свойства и использовать это вот как раз, в данном случае это для электронных компонентов, то есть там используются как раз и проводящие, и полупроводниковые, и диэлектрические материалы. Но вообще в лаборатории много направлений, там в том числе другие материалы, которые были уже открыты после того, как двумерный материал графен открыт, получил Нобелевскую премию, и появился бум вот этих исследований именно двумерных материалов. Они обладают совершенно разными свойствами, а если их еще комбинировать между собой, то это большое поле для исследований. То есть это новые свойства, новые приложения могут быть. Естественно, они улучшают качество, которых еще даже не было. Не то, что даже улучшают, они новые свойства появляются. А если говорить именно о молодежной лаборатории, то вот там как раз у нас более прикладное идет направление. То есть там уже мы изучаем графеноподобные материалы, которые можно уже делать в крупном масштабе. То есть, например, это есть электрохимический способ получения графена и метод джоулевого нагрева. В общем, это материал, когда мы подаем большой электрический ток, то он становится порошком, то есть, в частности, можно вот как раз пластик, который, мусорные отходы, таким образом синтезировать в графен. И вот этот уже порошок использовать как добавки в бетон, например, то есть для улучшения свойств других материалов. То есть при добавлении каких-то грамм. То есть буквально из мусора это делать? Буквально из мусора, да. Но еще главное направление лаборатории все-таки это мы пытаемся на графеноподобных материалах углеродных делать суперконденсаторы. То есть это тоже у нас есть, получается, сотрудничество с Новосибирским заводом полупроводниковых приборов и с компанией «Элемент». То есть это уже мы нацелены именно на улучшение уже имеющихся суперконденсаторов, которые используются, изготавливаются на этом заводе. И мы пытаемся улучшить характеристики с использованием графена. Так, и еще могу рассказать, или уже хватит? Если разработки Александра, я так понимаю, лаборатории связаны с местными особенностями, с температурами, да, с испытанием, а разработки графена не связаны? Нет, у нас, да, менее такое арктическое направление, но мы
Ну, допустим, материал мы можем, то, что в графеновых нанотехнологиях мы делаем, это молибден, дисульфид молибдена. И вот он обладает свойствами фоточувствительности, то есть его можно в солнечных элементах, например, использовать и в фотодетекторах. То есть, в принципе, мы можем при дальнейшем использовании сделать какие-то солнечные элементы, которые могут быть использованы для, как солнечная энергетика. То есть получаете энергию от... Зеленая энергетика. Да, зеленая солнце. А насколько вообще изменилось ваше отношение к выбранному направлению после учебы? То есть вы же на физмате учились, да? Правильно я понимаю? закончила Северо-Восточный федеральный университет, радиофизика направление. А графен, вот это вот то, что вы сейчас рассказываете, это вроде больше на химию похоже, хотя вроде бы Александр химик. Или это смежные как раз междисциплинарное направление, потому что у нас и химики тоже есть в лаборатории, и вот физики, и мы как раз исследуем физико-химические свойства в том числе. И так как я училась, получается, и работаю, курсовые я писала у одного научного руководителя, да, Смоглова Светлана Афанасьевна, и сейчас заведующая лабораторией графенной нанотехнологии, она же является. Поэтому мое отношение в целом, то, что я получила в студенчестве, мне это сейчас помогает как раз, потому что это продвигает, просто расширяет мое дальше видение, но как бы я прям сильно ничего не изменила, в понимании то, что мне дали. А у вас, Александр, поменялось что-то? Наука — это такая вещь, которую нужно постоянно изучать. То, что мы проходили, скажем так, в ВУЗе, это понадобилось, но это оказалось недостаточно для того, чтобы решать современные задачи. Сейчас же современная наука, она имеет междисциплинарный характер. Как вы уже заметили, вроде химия, но разработают физики, а мы вроде химики, но там что-то техническое. Сейчас вообще в современном мире, вот как я уже сказал, наука, она междисциплинарная, и сейчас последние разработки, они проводятся на стыке нескольких направлений и, соответственно, требуют того, чтобы над одной разработкой работали ученые из разных направлений. Так, например, физики, химики, медики, математики могут разрабатывать один и тот же материал, рассматривая его под своим углом. Вообще про междисциплинарный вот этот вот подход в последнее время много говорится. Вот все ли в современной науке туда упирается? Там, можем ли мы говорить, что там появится дисциплина физика, химия, понятно, а там, я не знаю, физика и филология, что-нибудь такое. Может такое в обозримом будущем появиться? Искусственный интеллект как раз. Да. Мне кажется, все... Все возможно в этом мире в последнее время. Потому что интенсивными шагами наука развивается. И появляются каждый раз новые направления, в том числе то, что считалось раньше невозможным, сейчас уже является былью. Такое, как, например, физика и филология. Математика, да, и филология. Математики разрабатывают программы, которые помогают филологам обрабатывать большие данные текстовые, например. Там работают над такими проектами, как раз таки математики. У нас в университете, да, есть такой проект математики и филологи. И язык. Якутская филология. А вот эти вот, то, что вы новые испытываете, материалы там, и так далее, потом же, я правильно понимаю, получается патенты на изобретение, там вот это вот, про эту часть расскажите, пожалуйста. Да, конечно, сейчас, как вы уже отметили, требуется, чтобы ученые не только работали над фундаментальными исследованиями, но и старались свои исследования, чтобы их исследования именно носили прикладной характер. Поскольку все вот эти проблемы, импортозамещение и прочее, они нависли над наукой. И поэтому мы стараемся каждое свои исследования притворять, осуществлять в реальности. Например, разработаем какой-нибудь состав. Раньше мы могли состав разработать и поставить его на полку, грубо говоря. Сейчас требуется, это уже давно требовалось, что теперь уже нужно эту разработку внедрять в практику и работать именно над такими разработками, которые нужны, а не над всем подряд. Но у вас есть уже что-то такое, что внедрено в практику? Да, сейчас приведу пример, похвастаюсь, возможно, что в прошлом году разработано нами резинотехническое изделие, морозостойкое. Оно нашло
практическое применение. Подписано с университетом и производителем вездеходов лицензионное соглашение, согласно которому университет осуществляет научно-исследовательскую работу по испытанию пыльников, шрусов. Это такое резинотехническое изделие, которое наставляется на ось, где колесо находится. Проблема заключается в том, что все пыльники, большинство пыльников, большинство производителей, они предназначены для работы при температуре не ниже минус 35. Потому что где мы еще найдем такие условия, как у нас? У нас, конечно же, таких температур зимой считаются летом, поэтому по несколько раз за зиму эти пыльники ломаются, рвутся у водителей. И приходится по несколько раз их ставить новые. Ладно, если это произошло в городе, а если речь идет о технике, которая работает на севере, то это приведет к простою, это приведет к необходимости искать теплое место, чтобы менять этот самый пыльник. Потому что это достаточно сложная процедура, если речь идет о многотонной машине. Собственно, сейчас пыльники, разработанные нашим университетом, они проходят испытания и установлены на вездеходах, которые поехали на экспедицию в Арктику. Как нам сказали, 10 тысяч километров полет нормальный. Круто. А вам есть чем похвастаться? Ну, у нас внедрения пока нету, но патенты у нас пишут. Но вообще надо сказать, что сейчас идет тенденция именно не просто делать патенты и акты, а вот именно продвигать, ну, чтобы была налажена цепочка университет, производство. То есть мы должны как бы делать вот эту... Ну, то есть не изобретение ради изобретения, а изобретение ради того, чтобы, ну вот как в случае с этим пыльником. Чтобы это именно уже использовалось. Да, но именно вот сейчас идет большая работа наладки именно университет, диалог, чтобы университеты, производство, чтобы мы делали не то, что мы думаем, что нужно, а чтобы мы делали уже то, что они требуют, ну, то что им требуется, производству. Именно... То есть производственный заказ, по сути, на науку, да, получается? Ну, да, вот сейчас все идет к этому, и поэтому надо именно уже смотреть не то, что патент написал и акт внедрения сделал, а уже, чтобы после этого акта внедрения именно вот это производство, оно выдало вот это продукт, который будет уже использоваться в народе, да, если говорить о гражданском использовании. То есть вот такая тенденция. Вот. И помимо того, что вы оба работаете в лабораториях научных, у вас еще вы руководите оба молодежными лабораториями. Вот. Что такое молодежная лаборатория? Расскажите мне, пожалуйста. Что это? Да, вообще проект создания молодежных лабораторий, он осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который стартовал в 2018 году. Первоначально было открыто около 400 молодежных лабораторий по всей России. В нашем университете лаборатории начали открываться в 2021 году. Первая лаборатория. Смысл молодежных лабораторий заключается в том, что эти лаборатории открываются под руководством молодых ученых. Молодыми сейчас считаются те ученые, которые младше 39 лет и имеют ученую степень кандидата, как минимум кандидата наук. Соответственно, молодежные лаборатории – это ровно такие же лаборатории, как и другие. Просто руководитель молодой. Просто молодой. И еще, и главное, в молодежной лаборатории необходимо обеспечить молодежный состав. То есть это должны быть студенты, аспиранты и молодые сотрудники. Большая часть. То есть большая часть до 39 лет. А сколько, ну вот ваша лаборатория, в нашем случае у нас сейчас трудится 18 сотрудников. Средний возраст недавно считал 28 лет. Все, кроме одного человека, все до 39 лет. Треть состава – это студенты нашего университета. Они проходят, у них уникальная возможность, будучи студентом, работать в лаборатории над своей дипломной работой. Еще и за это они зарплату за это получают? Конечно же. Бесплатно никто не работает. Поэтому, да, это очень уникальная возможность как раз для студента уже с малых лет, грубо говоря, начинать развиваться как ученый. И как мы заметили, каждый второй студент вчерашний, он поступает в аспирантуру и остается в молодежной лаборатории уже как аспирант. А у вас лаборатория? Ну, у нас немного меньше народу, но принцип тот же, что один только старше 39, а так коллектив делится на молодых ученых, аспирантов,
студенты, ну, магистранты, да, получается. Ну, примерно так же. Средний возраст не считали? Нет. Побольше, наверное. Вообще вот молодых ученых у нас сейчас много или нет? Как вот по ощущениям? В Якутии? В Якутии, ага. Ну, много, ну, достаточно, как в отношении к общему населению достаточно много, на самом деле, мне кажется, ученых. И сейчас все равно идет поддержка молодых, вот, не только молодежные вот, лаборатории, но также есть региональная поддержка, да, фонд научных вот этих молодежных, вот, молодежных, как он, НОФМУ. Молодежных ученых. Ага. И РНФ, Российский научный фонд, он также делает гранты, которые именно для молодых, ну, небольшие, там где-то 2-4 человека, да, участвуют в гранте, но при этом идет финансирование, ну, и он нацелен именно на молодых исследователей. А со старшими коллегами как взаимодействие идет? Там, ну, наставничество, система существует? Да, конечно, они, наши старшие коллеги, наши учителя, профессора, да, они работают также в лаборатории, являясь главными научными сотрудниками и определяют научное направление. То есть вот те самые люди, которые старше 39 лет у вас в лабораториях, это нет, не всегда. по одному нет? Там еще несколько лабораторий Да, получается, есть, что у нас же как бы молодежная лаборатория, она отошла от обычной лаборатории научной. То есть и там уже нету такого требования именно к молодым, и вот там руководят более опытные, ну, в основном, ну, во всяком случае, тоже наставничество, вот это более опытных профессоров есть. И, конечно, вот мы общаемся, и взаимодействие идет со старшим поколением обязательно. Ну и вы сами, наверное, тоже наукой начали заниматься еще в университете, правильно понимаю? Ну да. Тоже вот в какую-то лабораторию ходили или как? Да, также у нас просто у химиков такое есть, что дипломная работа – это уже научная работа, по сути. Любая дипломная работа – это научная. Это проектное исследование какое-то? Да, это проектное исследование. Я занимался немного другой тематикой, затем сменил тему на полимеры. И, соответственно, уже, будучи аспирантом, начал заниматься конкретно этой проблемой, которой сейчас продолжаю заниматься. А когда вы говорите дипломная, вы имеете в виду магистерскую или бакалавриат? Студента. Я специалитет заканчивал, тогда еще не было. 5 лет специалитет. Пятилетнее образование высшее было. А вот вы сказали студенты, но это магистранты. То есть сейчас просто идет же бакалавр магистранты, но мы-то чуть раньше закончили, тогда мы специалитет только. А сейчас вот этот вот, когда отказались от болонской системы, как-то поменялось, что-то сказалось? Мы пока окончательно не отказались. У нас все равно сейчас идет и бакалавр, магистр. Говорят, что с следующего года будут что-то переделывать там. Еще на стадии пока что перемен. Хотят вернуться в какой-то степени обратно к специалитету пятилетней системе, но оставить что-то там такое 4,2, что ли. Ну вот, когда только появилась эта новость о том, что вот Россия перейдет обратно на специалитет, мы это обсуждали в студии и со старшими вашими коллегами из Академии наук там, и так далее. И все сказали, что, конечно, специалитет – это вот, нормальный специалист, потому что бакалавр – это не до специалиста. Вот ваше мнение интересно. Ну, на самом деле, мне кажется, зависит от человека, потому что можно и бакалавром быть подкованным по направлению своему, а может и специалист, который закончил специалитет, не доходить до этого уровня. Но так, насколько я знаю, это же мы все равно не возвращаемся конкретно к такой же именно специалитету, как было, поэтому время покажет, что там еще поменяется и как. Ну, просто есть, я так понимаю, есть сейчас случаи, что человек закончил бакалавриат по одному направлению, а магистратура идет совершенно по другому направлению. Я так понимаю, что вот этой возможности уже не будет. Да, вот не должно быть,
Мы немножко обсудили вот последние события, да, ну, в связи с импортозамещением, с тем, что нужно, ну и вообще в целом, что сейчас курс страны направлен на импортозамещение, на порывное развитие технологий и так далее. А вот стало ли как-то сложнее взаимодействовать там с коллегами, которые за рубежом, ну вот эти вот какие-то связи, сложнее ли стало печататься там, в каких-то международных изданиях уровня Скорбс? Печататься сложнее не стало, поскольку если речь идет о результатах хороших, качественных исследований, то его обязательно напечатают в иностранном журнале. В другом случае речь идет о том, что сейчас уже не поддерживаются исследования совместно с учеными из других стран. То есть сейчас уже общение научное с иностранными учеными уже осталось лишь только дружеское. То есть мы можем знакомиться с их работами, можем общаться с ними по телефону, но получить какое-то финансирование на совместное научное исследование крайне затруднительно. Но, правда, сейчас тот же самый Российский научный фонд, он осуществляет финансирование проектов с учеными из дружественных стран, такими как Китай, Вьетнам, Монголия и так далее. Поэтому связь осталась, она держится. И я думаю, что ничего страшного там нет. Главное в науке – это быть знакомым с результатами исследований со всего мира, и тогда уже не останешься на берегу. Но от дефицита информации не страдает, да? Как-то вот я читала одно высказывание о том, что сегодня уже невозможно сделать вообще какое-нибудь фундаментальное прям научное открытие, что все уже открыто, и труды современных ученых – это или подтверждение теории, или опровержение теории. Вот это, насколько это можно, правда, считать? Ну, нет. Не, ну про графен-то я уже поняла. Что... Получается, наоборот, сейчас такое взаимодействие между науками, что рождаются все новые вот как раз нюансы, открытия такие, которых еще не было. Но это можно сравнить, вот когда как раз квантовая физика пришла, что все сначала думали, что все, в физике все закончилось, вот как классическую законы Ньютона вот, определены и все. А потом, когда открыли квантовую, то уже там другие миры, и мне кажется, эти миры, они могут быть и еще глубже, туда можно проникать и изучать, и исследовать, и мы еще найдем очень много интересного, и как раз это выходит тоже и в такие нейронные сети, что там тоже взаимодействия еще, которые не изучены. А вы, кстати, искусственный интеллект как-то используете Да, конечно. в своих... Сейчас уже прочно внедряется во все сферы деятельности, в том числе и науку. Ну, понятно, что он позволяет обрабатывать большой массив данных и находить, казалось бы, интересные свойства для материалов, новых материалов, поскольку для человека они могут быть неочевидны. То есть, например, если мы знаем о зависимости какого-либо компонента в полимере на свойства этого полимера, например, содержание этого как наполнителя, то, соответственно, обработав это какими-то способами, например, с помощью искусственного интеллекта, зависимость свойств от содержания этого компонента, можно определить оптимальное содержание, либо предугадать, спрогнозировать поведение материала при низких температурах. Ну, то есть здесь уже все зависит от фантазии ученого, который применяет этот интеллект. Но все равно же нужно за ним проверять. Да, конечно. Проверить и убедиться. Сначала нужно правильно обучить. Ну, вот как раз-таки, да, обучение на различных материалах, оно как раз-таки приводит к тому, что этот массив начинает верно определять характеристики и прогнозировать их, если адекватно их обучить. Ну вот вы оба кандидаты наук, а докторская в планах? Ну... Обязательно. Конечно, любой кандидат должен стать доктором. Любой специалист должен стать кандидатом, любой кандидат должен стать доктором? Просто уж стал кандидатом, придется доктором.
А тема? Ну, очевидно, что это будет та же тематика, над которой мы сейчас работаем, связана с нею. И продолжу исследование полимерных композитов различного состава и различных характеристик. И буду изучать их поведение при различных условиях, в том числе в агрессивных условиях Арктики, в экстремальных, извиняюсь, условиях Арктики, либо в агрессивных условиях организма человеческого, если это речь идет о медицинских изделиях. Вот про это и буду писать докторскую. А вы, Ирина? Ну, у меня прям в ближайших планах не было докторской, но вообще у меня сейчас идет, ну, я являюсь руководителем также гранта как раз Российского научного фонда, и мы там исследуем вместе с коллегами из Дальневосточного федерального университета вот наносистемы, которые вот соединяют наши двумерные материалы и материалы магнитные, которые исследуются в их лаборатории. И вот мы там новые тоже свойства нашли. Ну, то есть, ну, вот исследуем. И вот если я и буду когда-нибудь, наверное, писать докторскую, то вот по этой тематике, потому что это, ну, мало исследований достаточно на эту тему. И большой потенциал у этой, ну, тематики, их можно использовать в спинтронике, то есть это уже следующий шаг. Вот сейчас у нас зарядовая электроника, электронные компоненты, а у электрона также есть помимо заряда и спин, то есть еще одна характеристика, и вот если использовать ее, то электронные наши материалы, они, ну, в смысле, электроника наша, гаджеты, да, они могут быть, ну, быстрее заряжаться и иметь большую емкость. То есть мы можем дольше ими пользоваться, да, между зарядками. Ну, в таком ключе. А почему называется спин? Ну, то есть спин это от английского там. Но он вращается или что? Ну, это магнитный момент, да, электрона, и его всегда сравнивают как будто он крутится. То есть это, ну, вот этот момент. И есть спин вверх, спин вниз, это как бы, ну, но это не прям физически он крутится, но это модель, которую ну, проще использовать для вычислений. Ну, это какая-то, получается, у меня был вопрос про мечту в профессиональном плане, но я так понимаю, что это вот что-то похожее, связанное с вашими планами. Или есть еще что-то вот такое? Ну, мечту я бы тогда лучше определила, как все-таки уметь доносить именно, ну, до людей, вот именно в развитие, да, плохо формулирую. Короче, более в общем смысле как-то. Не именно то, что докторскую написать, да, а мне все-таки, чтобы можно развивать людей через свои знания, то есть доносить свои знания, уметь до других. В общем, так. А у вас? Мечта профессиональная. Осуществить, разработать какой-нибудь суперматериал, который был универсально применялся, нашел универсальное применение. То есть как при очень низких температурах, так и при высоких, так и в организме человека, так и в космосе, и в авиации. Ну, конечно, это такое преувеличение. Ну, просто подбирать такие материалы, которые подходили под те или иные условия. Очень амбициозная мечта. Я надеюсь, что я вам желаю, чтобы они сбылись. Вот. Ну и можете, остается немного времени, можете поздравить наших телезрителей, ваших коллег с предстоящим профессиональным праздником. Я поздравляю своих коллег и всех телезрителей с этим прекрасным днем, Днем науки. Желаю осуществления всех самых своих амбициозных планах, как в профессиональной, в профессии, так и в обычной жизни. Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Я хочу выразить благодарность своим коллегам тоже за наше сотрудничество, за наши результаты, которые мы достигли. И всем телезрителям, конечно, желаю познавать этот мир с помощью научных методов в том числе и двигаться к своей мечте. Благодарю.
Отлично, спасибо большое. Желаю вам, чтобы действительно и ваши мечты все сбылись. Поздравляю с профессиональным праздником наступающим. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.